Всем привет! Поздравляю с началом бегового сезона и хочу представить вашему вниманию забег между Верным и Дюшесом, в котором решалась судьба второго и третьего места среди кобелей в стандарте. После первого круга между Верным и Дюшесом 2 балла. У Верного 181 балл, у Дюшеса 179. Верный занимает вторую строчку промежуточного зачета, Дюшес четвертую. Сейчас вы увидите сам забег, на некоторых вещах мы будем останавливаться поподробнее, ставить на паузу или делать замедленную съемку и разбирать, что же там происходило между ребятами. Мы видим примерно равный старт парней. Минимальный разрыв между ними можно оправдать временем скорости реакции хозяев. Но в целом Дюшес стартовал чуть лучше. А вот и первый интересный момент. Обратите внимание, что Верный ушел на снег, чтобы срезать угол, но увидел, что заяц еще не пошел направо, и тормознул, чтобы накрыть его. Отмечаем для себя хорошую концентрацию Верного на зайце, его великолепную реакцию, но также отмечаем, что он отпускает соперника далеко вперед от себя. Смотрим, что же будет развиваться дальше. Верный бросается в погоню и постепенно настигает соперника. Здесь небольшой расфокус. Это следствие того, что запись велась в сумерках. Тем временем Верный настигает соперника и проходит его по внутренней траектории в стиле автогонщика. Это повтор этого момента. Обратите внимание, как Верный достаточно легко отрывается от соперника, показывая тем самым запас скорости и выносливости. К сожалению, в кадр не попал один из поворотов. А сейчас, дорогие друзья, смотрите внимательнее. Это ключевой момент этого забега. Опа, еще раз. Как вы видите, Дюшес берет и таранит Верного. Верный падает плашмя на снег, но благодаря хорошему владению телом смог себя стабилизировать и достойно войти в поворот. Сейчас еще пройдет серия скриншотов. Можете посмотреть, как Дюшес атакует Верного. Здесь видно отчетливо, что он ударяет его грудью. Те, кто знаком со служебным собаководством, знают, что именно так собака избивает своих жертв с ног. Вот Дюшес накрывает Верного, бросает его озимь. На этом кадре мы видим, что Верный летит плашмя. Ну и, собственно, результат. Парень задними лапами лежит на земле. Посмотрим еще раз на замедленной съемке запись этого инцидента. Ну и перейдем к финишу. Как вы видите, Верный с честью вышел из столкновения и оказывается первым возле приманки. Сейчас несколько раз на замедленной записи вы можете видеть финальный бросок собак. Вот так прошел этот забег, и пока вы смотрите запись уже без прерываний, без всего, я порассуждаю об оценках судей и вообще обсудим, что же поставили нашим спортсменам судьи. Судьи сильно облегчили нам задачу, поставив за интеллект и энтузиазм равные баллы ребятам, так что их можно не принимать в наши рассуждения. Вообще, что интеллект, что энтузиазм — это две таких спекулятивных величины, которые можно трактовать действительно по-своему. Поэтому я очень рад, что мы о них не будем говорить. А вот скорость — это уже объективная величина. И судья Козлова принимает странное решение поставить Верному за скорость 17. Давайте же вспомним, что происходило на трассе. Верный попадает в сугроб, гасит скорость до нуля, потом настигает своего соперника и приходит первым. Для тех, кто плохо учился в школе, я напомню, что скорость — это отношение расстояния к затраченному времени на это расстояние. Итак, расстояние оба пса прошли одинаковое, время у Верного меньше, так как именно он оказался первым у приманки. Напомню, что ребята бежали по траншеи, каких-то возможностей где-то срезать, где-то уменьшить пройденное расстояние не было ни у кого. Выносливость. И вновь отличилась судья Козлова. Что такое выносливость? Выносливость — это способность поддерживать высокую скорость без какого-то ее падения долгое время. Вспоминаем и смотрим. Верного сбивают с ног, Верный тонет в сугробе, и тем не менее он находит в себе силы всегда вернуть себе скорость, хотя 2 раза за время прохождения трассы он погасил ее до нуля. Так почему же выносливость у Верного оценена ниже? Быть может, на финише соперник был свежее? Да нет, Верным первым дошел до приманки после того, как его сбили с ног. Ну и, наконец, маневренность. И вот здесь уже вопросы к обеим судьям. Ладно, вы решили не дисквалифицировать Дюшеса за агрессию. Ладно, вы решили, что это обычный инцидент, который произошел на трассе.
Но если он врезается в своего соперника, значит он не контролирует свою скорость, значит он не контролирует свою маневренность. Давайте вспомним обычное движение на дорогах, на гоночных трассах. Тот, кто врезался в зад сопернику, тот и виноват, тот и не умеет маневрировать. Так почему же опять одна судья ставит равные баллы, а вторая ставит верному меньше за маневренность? Это за тот заход в сугроб? Так извините меня, он проходил по внутренней траектории. И он стремился срезать, проявить свой интеллект. Как-то разнообразить эту трассу, которая представляет из себя туннель. Посмотрите, как верный технично обгоняет Дюшеса по внутреннему радиусу. Посмотрите, как верный стабилизирует себя после удара в круп. Разве это все не говорит о высоких способностях маневрировать? Так почему же баллы столь низки? К сожалению, на все эти вопросы нет ответа. Более быстрый, более выносливый, более маневренный парень стоит на третьем месте. А агрессивно настроенный соперник, который его ударил, стоит на втором. Причем, что самое интересное, с равенством баллов. Поясню, что я имею в виду. По итогам соревнования оба парня получили по 358 баллов. Причем, напоминаю, верный изначально имел на 2 балла преимущества. И именно эти 2 балла он потерял вот за этот забег. Вы сами видели, сами можете сделать выводы, насколько судейство было объективным, насколько судьи внимательно оценили все аспекты этого забега, как они расценили удар в круп. Хочу еще заметить, такую маленькую ремарочку сделать, что два пса в первом круге были дисквалифицированы за агрессию, но в данном случае судьи посчитали это излишним. Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравился формат данного видео. Ждите новых обзоров.